Работа над долгожданной постановкой «Дон Жуана» под руководством режиссера Дегорского театра Казбека Джелиева велась чуть больше 2 месяцев. Но это была плодотворная работа с актерской труппой. Премьера, собравшая полный зал восторженных зрителей, стала подтверждением того, что это режиссерское видение, оригинальное, кстати, видение, произведение Мольера и игра артистов были оценены театралами по достоинству. И эти 1,5 месяца кропотливой работы прошли не зря. Добрый день, Казбек. Рада вас видеть на юге Осетии. Вы приехали к нам с премьерой, с постановкой «Дон Жуана» Мольера. И, конечно, она будет отличаться от других постановок, которые были на наших подмостках и на севере Осетии. В чем ее отличие? И расскажите вообще о ваших первых впечатлениях и о самой работе с актерской труппой. Судьба и жизнь режиссера, я бы не сказал, что я сейчас пока какой-то там талантливый или еще что-то. Это определенный этап моей работы, и с каждой работой, наверное, я стараюсь расти, набирать больше практики. Это очень важно. Вообще, как правило показывает, что режиссер созревает больше уже к 45 годам, может даже к 50 годам. Это определенный большой опыт жизни, опыт работы. Вот. Сегодня это проба такая, опять же, для меня. Я бы не сказал, что это некий такой шедевр или еще что-то. Это такой опыт для меня, для артистов. Это такая маленькая планочка, которую я сам для себя лично пытаюсь поднять на сегодняшний день. Проверить себя в первую очередь. Сложно то, что сегодня я работал в Юго-Осетинском театре с новыми артистами для себя. Я впервые с ними творчески столкнулся. Вот. И это было тоже некое такое препятствие, преодоление лично для себя. Тут сперва нужно с артистами ознакомиться, понять каждого из артистов. Это такой этап сложный, психологически очень сложный этап. Но в этом и есть, наверное, прелести моей профессии, режиссуры, театра в целом. Театр в первую очередь изучает человека. И для меня в первую очередь надо было изучить артистов, да, узнать, познакомиться. Вот. Труппа очень талантливая на самом деле. Очень было приятно работать. Очень, так вот, знаете, энергетически заряженные артисты, которых нужно как-то растормошить, направить по какому-то пути, раскрыть, помочь некоторым. Кто-то мне помогал, наоборот, как режиссеру. Были такие как бы советы со стороны. Тут вот так, давай попробуем. И вот, знаете, я всегда вот как бы кресло режиссера это одно дело, да, но сцена это трибуна, наверное, с которой все будет виднее. هیوس و آبر قابلش پایدا کنم مجدر سمای مقبتکته ادرشکی دارت در سو Hoştur xosal, mənəsi taquşun, ermasurolege naga plaştay, uyvay denise agbiten eppetl gagdermi, deberjon zina delimotov jagezurun raydettay, uyu fetter suvedi shumey, fetsaku duta uy mejerde meting dersudiş, mejerde dartun da ud raygaşıl, فلمن نیس آورنه اما من آفته کشن ارمده سوال ارته خاطر کتوی و دو نالن بستش داخل نشفات میه خرشش رشتک باشد سمه و ارته خورجه خش پایدا کنه یا مسا خاطر را کورای دمیتل کن نرخش مو کنای و دتش مطلقو دمر جزینات خاطر را کو نه نه سفند مارسالت و اتر خمه ماچی بامبارا مگون خاطر را کورن کهی В роли
Дон Жуана был выбран Григорий Мамиев. По словам режиссера-постановщика, главной целью его было показать не книжного Дон Жуана, а слегка другой ракурс. Слугу же обольстителя женщин с гонореля блестяще сыграл Эдуард Коглоев. Аббатина философтанарил марайшкая, фалан менеден саган хашан малат. Абхарду аларфта, далзины контагдавта, жарда хучижата, шайд бинонта, халдуштата, фиди шаглекта, и ударажу зышт. Фалан мана, она, меня жарда хучижата, ничего не сразу. Неоднозначный персонаж Жана Батиста Мольера легко очаровывает красавиц, обещая жениться после очередного триумфа. Он продолжает свой путь по покорению очередных представительниц прекрасного пола. Свое распутство Дон Жуан объясняет философски, любовью, восхищением, красотой, тем, что не хочет обделять вниманием ни одну красивую женщину. Однако задача режиссера была несколько в ином. Когда мы начали разбирать пьесу, когда мы начали углубляться в нее, хотя Мольер, безусловно, писал комедию, но я думаю, Мольер был умным дядей, и он комедию писал не для того, чтобы просто посмеяться там, чтобы рассмешить, а он большую философию вложил в это произведение, очень много каких-то секретов, тайн, которые нужно было раскрыть. И очень много загадок Мольер туда вкладывает в это произведение. И знаете, когда мы это уже начинали выстраивать, ничего смешного там не было. И более того, я бы не хотел этим произведением заставить зрителя отдохнуть, посмеяться. Да. Я бы наоборот хотел, чтобы люди задумались о чем-то, чтобы каждый сделал какие-то свои выводы. Учить никого не собираюсь. Да, я не учитель, чтобы учить со сцены зрителя, как надо жить или еще что-то. Но хотя бы энергию, которую мы сможем передать нашему зрителю, если что-то подобное наш зритель прочувствует, ту энергию, которую я лично ощущал во время репетиций от наших артистов, да, то это будет прекрасно, если они это получат. По сюжету спектакля Дон Жуана преследует брат брошенной жены Эльвиры. Однако это мало беспокоит его, не страшит злодей и мысль о том, что Бог покарает его за грехи. Он безразличен и к наставлениям собственного отца и желает ему смерти. Вместе с тем распутник смеется над чувствами женщин. Мы видим его ехидную улыбку, когда несчастные создания борются за любовь к нему, враждуя друг с другом. Казалось бы, страдания, которые они испытывают, результат их выбора. دجردش افساشت همن معوده ربنتا شگارت دبر شنسينات نفشر ما كنت راش سينات خوش كي افشار ما كوكن زغمالي دتا سه شخص دبر شنسينات ديش شاج خرش كنت ده خورج خي راجي لقاو مكان سناره قاش دودنيش ده خورج خي ده شرل ما خرد ما شخص سجر ده ما زوجة سشكوم دنيش ده سشت ما تنقدر أرباكا كنت أنا بنشته ده دندك تما باجي قركن الله جيش أخي مالباشنس ده فالمن بلده راشق يعني كما فيتون آخم أناي بتشجم سوده دوانا صانو زورن اشتاق دكانن قدم الخود دكانش اش خودن دول خسال باخي شد اش بيرواشن دو مجر دايتك ربنا يسوى ما نخاش
ساقي قرافتو ودنا شتر بوشنك جاخن نه مپت نخشتن نقاو زوره در شوخ زینادن زور بوشنك من نودن صدر يا دار شوخ جاكدشتر اما ما جوند ناخش زوابدن سخوش راتو زغناره هرکش مازı puxtam. صدر ششاوي ساشت تقاخن ستازورش شخيصه ايشار دايش قدر كنا يجخل بار مرات اماشن آباته کنو Гаркат ман вызанишь. Можно ли было противостоять чувствам и не поддаться соблазну? Вопрос о том, кто такой Дон Жуан, остается открытым для зрителя. Решать ему, кто он, раб красоты, философ или просто человек, благодаря которому его жертвы пришли к осознанию чего-то важного для себя в жизни. نه دون جوان ده خورجخي بار من رات آسون اما قد كان ارماشتر من خشتر صدر ناخور انقارنده تا معود ششمالتش راگای چیرده مگوسه آرت سخرت تا نوگای اشغلف کتوی. Григорий Мамев предоставил возможность ответить на эти и другие вопросы. В постановке Дон Жуана также задействованы народный артист республики Василий Техов, заслуженные артисты Альбина Хугаева, Артур Гаглоев, Натыя Чохели, Эдуард Ванеев, Сослан Хасиев, Андрей Тедеев и другие. Примечательно и то, что в массовых сценах участвовали также студенты актерского факультета Юго-Осетинского государственного университета. Первое впечатление, все-таки в Южной Осетии вы, может быть, и бывали, но вот так вот работаешь, чтобы вы плотно вот столько времени пробыли. Как вы, что вас, может быть, что-то вот больше впечатлило, что-то осталось, да, вот такое вот непривычное? Что покорило вас? Чем покорило и что вот какие-то... Я удивился искренности артистов. Очень настоящие люди, знаете, по крайней мере, те, с кем я работал. Очень настоящие люди, очень чистые люди. В плане того, что если что-то нравится, они тебе это говорят. И если где-то они готовы с тобой спорить, они не держат это в себе и не говорят это где-то там, да. Они начинают с тобой, заводят с тобой, в ту же секунду заводят с тобой диалог. Открытые люди. Вот. Большой актерский потенциал. У каждого из артистов, с которыми я работал, большой актерский потенциал, который, на мой взгляд, нужно развивать, ставить перед артистами более высокие какие-то задачи. Вот сегодня определенная планка, на мой взгляд, да, как для меня режиссера, я думаю, точно так же и для самих артистов. И хотелось бы, чтобы в дальнейшем вот тот этап, который мы сегодня нарастили, вот, взяли, да, чтобы в дальнейшем было только лучше, выше и только вперед. Вот такое пожелание хотел бы сделать. Очень много друзей завел здесь. Одно дело работа работой, да, а появились очень хорошие друзья, с которыми, наверное, которым будет желание обязательно еще вернуться и не просто на постановку, а просто спросить, как дела. Ну и, конечно, отдельное слово сценографу. Как известно, любой спектакль в театре – это командная работа. Не только режиссера-постановщика, но хорошей актерской игры, художественного оформления. И здесь надо отметить оригинальный взгляд молодого художника Давида Найфонова
о котором мы сегодня поговорим, еще представим его вам поподробнее. Ну и, конечно, музыкальное оформление, все это вместе создает тот самый шедевр, который мы ожидаем увидеть совсем скоро. Постановка «Дон Жуан» уже совсем скоро представит перед нашим зрителям. А пока я бы хотела задать пару вопросов художнику, оформителю Давиду Найфонову. Здравствуйте. Здравствуйте. Такое временное затишье в театре, конечно, непривычно для вас, наверное, но художник именно работает именно в такой обстановке, наверное. Тишина. Да. Скажите, пожалуйста, вот о ваших работах и вообще о впечатлениях по этой постановке. Ну, разумеется, Да. то есть каждая работа — это, можно сказать, вызов. И каждый раз как будто все с нуля начинается. Ну, то есть нет такого, что вот, допустим, это уже не первая работа, скажем, четвертая, ну, какая-то, Да. энная. И каждый раз все переживается вот, ну, как будто первый раз. Ну, я не расцениваю свою работу как Да. вот в законченном виде некое произведение искусства. Ну, то есть они только когда на сцене, я их вижу, это можно оценивать, можно с какой-то претензией на какое-то искусство. Ну, то есть оценивать. А все моменты, вот, рабочие моменты, Да. то, что, все, что рисуется, грубо говоря, это все, ну, производственные этапы, Моменты, да. если угодно. Что ж, успешная постановка Дон Жуана на подмостках нашего театра, я думаю, станет жемчужиной в репертуаре Государственного драматического театра. А мы же пожелаем всем участникам огромных успехов и новых постановок уже в новом театральном сезоне. Мне очень хотелось увидеть этот спектакль. Интуитивно мне казалось, что это должно быть что-то интересное, и я не обманулся, потому что я увидел в этой постановке какое-то не то что направление, а новое дыхание какое-то. И это дыхание, мне кажется, такого чего-то нового, чего-то свежего. Это удивительная постановка. Те же актеры, которых я много знаю, и молодых, и особенно люди, которые давно работают в этом театре. Всегда знал, что они хорошие ребята, хорошие актеры. Но вот сегодня это было здорово, потому что это был цельный спектакль. Это не было, в принципе, спектаклем одного актера, хотя вроде бы объявлен один действующий главный герой, но каждый, который был, выходил на сцену, он жил, он не просто отрабатывал просто свой какой-то маневр. Удивительным образом создавалась какая-то общая картина, общее действие, смысловая, со всеми смысловыми нагрузками. И здесь была и работающая, ну, удивительная сценография, декорации, которые работали, которые создавали тоже действие, которые создавали настроение. И пластиография, общая пластиография спектакля, она удивительно гибкая, она удивительно динамичная, она живая. И самое, вот, казалось бы, много вот каких-то мистических символов или еще что-то, казалось бы, не мрачным, но удивительным образом я увидел глубокий юмор, улыбку, не насмешку, а юмор, который, то есть сама ирония героев, вот, которая создает вот какую-то общую атмосферу этого спектакля, который вот он не отпускает, в принципе, он не дает скучать. В первую очередь хочу поздравить всех с великолепной премьерой, потому что для артиста и, в принципе, для зрителя премьера – это большой праздник. Сегодня реально был большой праздник. Мне очень понравился спектакль, работа была хорошая, интересная, слаженная. Я увидела большой, хороший коллектив, который реально был готов к эксперименту. Я видела эти эксперименты, которые были вот именно выстроены грамотно, интересно. Читалась вся информация, которая была передана зрителю. И мне очень-очень понравилась работа художника по свету. Прекрасная работа, была интересная и удивительная, честно говоря, потому что некоторые сцены были настолько хорошо выстроены, что вот, было приятно это все видеть.
Также мне понравились костюмы, роскошные костюмы, прекрасная декорация. Ну и самое главное, наши артисты-герои. Это настолько филигранная была работа, настолько они отработали очень четко, потому что все-таки, когда ты берешь историческую тему, когда ты берешь уже спектакль, который до тебя был сыгран миллиард раз, даже не миллион раз, а миллиард раз, конечно, человек пугается, да? Любой режиссер и любые артисты, они всегда как-то менжуются, потому что мы знаем очень много примеров прекрасных, известных артистов России, зарубежья. Но тут реально был такой хороший, интересный шаг, и мне он действительно очень понравился. Спасибо большое за прекрасные эмоции, спасибо большое за такую вот радость, которую вы подарили. Можешь сказать? Хомдато лалафта.